Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марфирина Алексеева в программе News on Air. И сегодня в выпуске вы увидите, как хрупкая девушка поддержала на себе самого высокого человека в России. Также покажу фрагмент виртуозной игры на хомусе, который поразил ставропольцев. Ну и еще будут новости о туризме, Арктике и якутском кино. Давайте начнем. Хомусистка Юлиана Кривошапкина восхитила своей игрой на хомусе на международном фестивале «Музыкальная осень Ставрополя». Юлиана исполняла музыкальную композицию с молодежным оркестром национальных инструментов терема. В своем аккаунте в соцсетях Юлиана написала: «Благодарю Ставрополь за теплый прием, за бурные аплодисменты с самого начала концерта до финала». И действительно, зрители бурно аплодировали, а композиция виртуозной хомусистки передает весь колорит традиционной игры на хомусе и горлового пения. Наша знаменитая землячка Лариса Троева установила свой личный новый рекорд в Москве. В эти дни в столице собрались самые сильные люди страны, чтобы продемонстрировать отсутствие пределов человеческих возможностей. Лариса Троева совершила трюк с самым высоким человеком страны, трехкратным рекордсменом России Сергеем Ильиным. Его рост 2 метра 25 сантиметров, вес 135 килограмм. Мужчина встал на лежащую Ларису, которая удерживала его в течение некоторого времени. Сама рекордсменка считает, что дело в статике, а не в весе. Я стоял на ней где-то минуты 2, наверное. Вот. И была сложность в том, что все-таки там тяжело стоять, маленькая платформа, у меня стопа большая. Вот, и надо было и координацию держать, равновесие, и вот стоять. Ну и все же, она там маленького росточка, я не знаю, сколько там килограмм, и по сравнению со мной все-таки это было тяжело. Вот, я так думаю. Участник конного похода от полюса Холода до Москвы Дугуйдан Винокуров наконец вернулся в свой родной Аймекон. За почти полгода в пути он преодолел на лошадях якутской породы более 11 тысяч километров по территории 17 регионов России. Сейчас Дугуйдан Винокуров планирует заняться развитием туризма в родном районе и продолжит заниматься коневодством. Якутские древние украшения мастеров конца 18 века представят в Хабаровске. С 7 по 27 октября в Хабаровском крае музее имени Гордекова начнет работу выставка «Звенящая красота якутского серебра» из собрания Якутского музея истории и культуры народов Севера имени Ярославского. Выставка серебряных украшений из фондов Якутского музея впервые организована за пределами республики. Все предметы женских украшений считаются оберегом, они отгоняли злых духов, а также по составу и характеру украшений определяли достаток семьи. Украшения всегда были неотъемлемой частью якутских костюмов. Посетители увидят головные, шейно-нагрудные, написные и набедренные украшения, а также браслеты и кольца. Якутская комедия «Зина и Леха. Операция «Хвост и вымя» в прокате собрали почти 7 миллионов рублей. Фильм, основой которому послужили популярные в соцсетях персонажи. Картину снял Роман Дорофеев, популярный якутский актер и режиссер, а за сценарий отвечал Алексей Амбросьев-младший, которого многие знают как режиссера и сценариста самых кассовых фильмов Якутии, к примеру, «Агент Мамба» и его приквел. Отметим, что фильм в день премьеры оказался на 5-й строчке по сборам по всей России и с тех пор не пропадал с первой десятки. Например, накануне фильм также расположился на 5-й строчке. 11 и 12 октября в 14 часов в кинотеатре «Лена» пройдут бесплатные показы знаменитого фильма «Ортодойду». Это первый масштабный визуальный проект «Ортодойду» с богатейшим материалом о ритуалах, традициях и обрядах народов Саха, вошедший в золотую коллекцию якутского кино. Фильм рассказывает о быте и традициях народов Саха, адресуется грядущим поколениям. Был удостоен диплома на фестивале народов России в 1994 году, также показан на международных фестивалях в Венгрии, Франции и на кинорынках в Берлине и в Нью-Йорке.
Кластер для развития экстремального туризма намерены создать в Анабарском районе республики. Это позволит увеличить турпоток в район почти в 10 раз. Для развития туристического кластера приобретено 2 плавающих грузопассажирских вездехода и катер на воздушной подушке, рассказал нам первый замглавы районной администрации Иосиф Васильев. Он уточнил, что ориентировочный объем инвестиций в создание кластера составляет около 150 миллионов рублей. Его ввод позволит увеличить турпоток до 2000 человек в год, пока число туристов, самостоятельно приезжающих в район, невелико. В 2020 году здесь побывали 218 туристов, годом ранее 266. По данным Корпорации развития Дальнего Востока, каждый 5-й проект резидентов Арктической зоны Российской Федерации реализуется в сфере туризма. Кстати, всем полюбившаяся туристическая программа кэшбэка не закрывается. Ростуризм вернется к вопросу ее финансирования в следующем году. Глава Ростуризма Зарина Дагузова рассказала, программа очень эффективно работала, все довольны, и туристы, и регионы, и бизнес, поэтому будем работать в этом направлении. Понятно, что сложный бюджетный цикл на 23, 24, 25 годы, и Минфин, исходя из текущих приоритетов, перераспределит расходы, но мы будем возвращаться к вопросу ее финансирования. Приводятся ее слова. Глава Ростуризма добавила, что представители бизнеса поддерживают продление программы. Овцебык из якутского зоопарка Ортодойду переехал в Новосибирск. Экзотический обитатель тундровой зоны родился весной этого года. Он является одним из потомков расселенных по тундровой зоне Якутии животных. После досмотра и оформления необходимых ветеринарных сопроводительных документов овцебык был направлен в адрес получателя из аэропорта Якутск. Расселение овцебыков по тундровой зоне началось в Якутии с 1996 года. 190 отловленных животных расселили в Булунском, Анабарском, Аллаяховском и Нижнеколымском районах. Ежегодно численность и ореол животных увеличивается. По данным 2021 года общее поголовье превысило 4000 особей. Несколько таких животных находятся в якутском зоопарке. На следующий год по программе «Земский учитель» предусмотрено 22 квоты, а на 2024 год 17 квот. Во всех регионах России с 2020 года реализуется федеральная программа «Земский учитель». В Якутии участникам программы выплата произведена в полном объеме. Общая сумма выплат составила 30 миллионов рублей. Напомним, что в июле этого года определились 15 победителей конкурсного отбора претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты учителям, прибывшим на работу в сельские населенные пункты, поселки, города с населением до 50 тысяч человек. В конкурсном отборе приняли участие 122 претендента из 32 регионов Российской Федерации. К сожалению, несмотря на все действующие программы, на Крайнем Севере до сих пор всегда катастрофически не хватает учителей. Как решить проблему острой нехватки учителей на Крайнем Севере, решение предлагает СВФУ. Проект «Труд Арктика» предлагает трудоустроить и закрепить в арктическом регионе 20 специалистов, поставив цели по их мотивации, профориентации и социальной адаптации, а также создав сообщество участников проекта. Мы приглашаем к сотрудничеству школы из арктических районов, которые готовы принять студентов, практикантов для целенаправленной подготовки будущих специалистов для их школ, подчеркнула Александра Иванова. Представители вуза отметили, что с этого года будут заключаться целевые договора нового образца, где конкретизируются обстоятельства молодого специалиста. Ну и в конце эфира, и так как сегодня пятница, я вам расскажу, где вы можете прекрасно провести время. Театр юного зрителя Рязани приехал в столицу республики с гастролями. Спектакли состоятся на сцене Русского театра имени Пушкина 8 и 9 октября. Спектакли, основанные на произведениях Сергея Есенина «Яр» и Анна Снегина. Гастрольный проект «Есеневский гастрольный тур» – победитель конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Это уникальный совместный проект ТЮЗа Рязани и Государственного музея-заповедника Есенина, который проходит в формате театр плюс музей и включает в себя выставку музея-заповедника «Знакомый ваш Сергей Есенин». Всего тур рязанцев помимо Якутии включает в себя Бурятию и Тыву. А на этом наш выпуск подошел к концу. Всем отличных выходных и встретимся в понедельник.